Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Сегодня в нижние деревни нашего района Винлу и Порожск высадился социальный десант. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Лидеры определены. В Сосногорске народным голосованием выбрали общественные территории, которые будут благоустроены по федеральной программе. В делах ученика учитель вечен. На этой неделе подведены итоги конкурса на звание лучшего учителя и воспитателя года. «Орленок-2019». Школьники города продолжают проходить испытания в рамках муниципального этапа республиканской спортивно-патриотической игры. Деревни Сосногорского района Винлу и Порожск сегодня посетил социальный десант. В его составе глава района Сергей Дегтяренко, глава города Юнир Бекчурин, депутат по этому округу Вадим Кучумов, специалисты районной администрации, в числе которых юристы и эксперты управления ЖКХ, а также бригада врачей Сосногорской ЦРБ. В рамках визита главы района и города провели встречу с жителями. В этот же день любой желающий смог получить бесплатную правовую помощь от юриста и медицинскую консультацию от врача-терапевта, невролога и акушера. В свою очередь работники культуры провели для жителей концертную программу. Подробнее об этом мы расскажем в следующем выпуске, а пока к другим темам. Минувший понедельник в Сосногорском районе завершилось голосование на определение общественных территорий, которые будут отремонтированы в ближайшие 2 года по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Какая территория стала победителем, узнала Елена Двожек. 5 претендентов и только 2 победителя, которые получат шанс на вторую жизнь. Стоит отметить, что общественные территории, которые отремонтируют по федеральной программе, выбирали путем народного голосования. Как посредством сети интернет, так и более традиционным способом – путем анкетирования. В итоге в рейтинговом голосовании приняло участие более 1500 человек. Очень отрадно, что все-таки в нашем городе очень активное участие принимают жители города. Думаю, благодаря нашим жителям наш город станет и комфортней, и уютней, и светлей. В голосовании принимали участие 5 территорий. 3 сквера и 1 мини-парк в городе, а также мемориальный комплекс в селе Устюхта. Суммарное количество голосов победителей у нас: мини-парк Гномики 753 голоса, сквер в 6-м микрорайоне 623 голоса. Теперь, когда определены фавориты, начинается новый этап работы. Ведь, как говорилось ранее, территория, занявшая 1-е место, будет отремонтирована в этом году, другая – в 2020. При первом сходе снега и возможности выезда и осмотра территории мы съездим в сквер Гномики, посмотрим о состоянии малых архитектурных форм, в каком они состоянии, что будет подлежать ремонту, что будет подлежать полной замене. Нас интересует состояние брусчатки, состояние скульптур, которые там стояли много лет. Далее, по словам члена рабочей группы, будет подготовлен дизайн-проект и составлена сметная документация. Члены рабочей группы, в которую вошли как депутаты и общественники, так и активные горожане, тоже готовы продолжить работу. Именно они станут первыми, кто увидит и обсудит дизайн-макет будущего благоустройства. И именно они будут участвовать в приемке финального результата. Елена Двожек и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Вчера в Сосногорске подвели итоги муниципального конкурса «Учитель и воспитатель года-2019». В актовом зале гимназии собрались лучшие педагоги района. Финальному мероприятию предшествовала большая и кропотливая работа участников. О том, кому достались лавры победителя, в нашем материале. Традиция проведения муниципального конкурса «Учитель года» зародилась почти 3 десятилетия назад. Именно благодаря ему выявляются самые старательные и трудолюбивые, одним словом, профессионалы своего дела. А вот «Воспитатель года», в свою очередь, конкурс молодой. Но и он в этом году справляет свой 10-летний юбилей. Словом, традиция обмена опытом богатейшая. Каждый год учителя и педагоги дошкольных образовательных организаций делятся опытом своей работы. В этом году у нас были представлены на конкурсах 7 учителей и 7 педагогов дошкольных образовательных организаций. Все педагоги, которые представлены были на конкурсы, выдвигает их образовательная организация лучших из лучших каждый год, и они представляют свою образовательную организацию. Поздравил собравшихся педагогов и пожелал им удачи не только в конкурсе, но и в дальнейшей работе глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко. Дорогие друзья, я от всей души желаю каждому из вас
новых творческих идей, внимательных учеников, понимающих родителей. Пусть ваша работа приносит вам удовольствие, а ее результаты служат поводом для гордости для всех жителей Сосногорска. Спасибо вам большое. В течение 3 дней учителя и воспитатели представляли на суд жюри свои мастер-классы, уроки и методические семинары. Каждый из участников достойно представил свое образовательное учреждение, доказал свой профессионализм, творческое отношение к делу, а самое главное – любовь к детям и верность профессии. А урок у нас сегодня будет с вами непростой. Мы будем путешествовать по городам Республики Коми. В этом нам поможет карта Республики Коми. И отправимся в путешествие мы вот на такой оленей упряжке. А начнем наше путешествие мы со столицы Республики Коми. Это какой город? Это город Сыктывкар. По итогам гордое звание «Воспитатель года-2019» присвоили Ольге Лисенко из детского сада номер 9. Ее профессиональная кредо – бережное и трепетное отношение к детям. Глядя на то, как она относится к своей работе, можно с уверенностью сказать – человек бесспорно на своем месте. Разворачиваем, а там загадка. Да? Попробуем ее прочитать вместе? Давайте. Пышный хвост торчит с верхушки. Что за странная зверюшка? Щелкает орешки мелко. Вы сразу же все картинки прочитали, догадались. В свою очередь, звание «Учитель года» досталось Надежде Кузивановой. Своей профессии педагог посвятила четверть века, но на этом Надежда Ивановна останавливаться не собирается. Ведь сколько еще нерешенных задач и недоказанных теорем ждет ребят на ее уроках. Очень волновалась, ощущения, конечно, классные, здоровские. Спасибо детям, спасибо администрации кадетской школы, учителям, педагогам, которые помогали, участвовали в этом, переживали. Большая благодарность. И все это совсем не зря. Помимо гордого титула, победителей ждет еще один этап, где они смогут поделиться тем, что умеют. Победители наших конкурсов поедут на республику. Уже в марте начинается заочный этап «Учитель года», и чуть позднее начнется «Воспитатель года». Наши победители будут представлять наш муниципальный район в Сыктывкаре. Закончились тревоги и волнения конкурсных мероприятий. И хотя объявлены победители, никто не остался побежденным. Для каждого педагога участие в конкурсе – это публичное представление своих профессиональных достижений, мастерства и творчества, а также бесценный опыт. А это еще одна ступень к саморазвитию. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Старшеклассники Сосногорска продолжают принимать участие в испытаниях, которые проходят в рамках муниципального этапа спортивно-патриотической игры «Орленок». Минувший понедельник ребята соревновались в надевании противогаза и ОЗК, а уже во вторник пробовали свои силы в спортивной части. Павел Дурников подробнее. «Тренируй тело для военного дела» – один из этапов, который проходят участники спортивно-патриотической игры. Сегодня в спортзале 5-й Сосногорской школы ребята выполняют испытания, приближенные к нормативам комплекса «Готов к труду и обороне». Здесь не только отжимания, но и челночный бег, подтягивание на перекладине и прыжки в длину. И если на этом этапе нужна физическая подготовка, то на огневом рубеже в первую очередь ловкость рук и отличное знание всех деталей автомата Калашникова. Также на время ребята выполняли норматив снаряжения магазина. Стоит отметить, что силу и ловкость команды также покажут на военизированной эстафете, где главным фактором станет скорость. Но по словам главного судьи соревнований, в рамках муниципального этапа придется еще и пошевелить мозгами. Предусмотрен у нас еще квест исторический по истории Великой Отечественной войны и строевой смотр в апреле месяце. Таким образом будет продолжаться все соревнования «Орленок-2019». Напомним, в соревнованиях принимают участие ребята старших классов городских школ. Всего 7 команд, и каждая стремится показать лучший результат. Команды формируются руководителями предмета ОБЖ, основ безопасности жизнедеятельности. Команды у нас включают 15-17-летних ребят. Всего команд у нас 7.
на сегодняшний день все наши городские школы, нет только Нижнего Одессы. По результатам всех испытаний команда-победитель примет участие в республиканских соревнованиях, которые пройдут в мае месяце этого года. И, как добавляет Александр Николаевич, в региональных соревнованиях есть раздел, в котором соревнуются патриотические клубы, кадетские классы и школы. Поэтому помимо лучшей городской команды на соревнования поедут и сосногорские кадеты. Павел Дурников, Елена Двожак и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. А теперь о спорте. На этой неделе Сосногорск примет республиканский турнир по боксу «Кубок Тимана». Соревнования пройдут в клубе единоборств «Гладиатор». Лучшие боксеры региона выйдут на ринг и в честных поединках покажут не только свою подготовку, но и характер настоящего спортсмена. Выложиться на полную, чтобы достичь результата. Сам турнир стартует уже в пятницу и продлится по воскресенье включительно. Бои пройдут уже в первый день. Начало в 16 часов. В субботу начало в 2 часа дня. Завершится Кубок Тимана 3 марта. Начало ровно в полдень. А вот любители зимних видов спорта на этой неделе могут принять участие в главном спортивном празднике страны «Лыжня России». Подходящий к концу февраль запомнился нам сильными погодными контрастами.Ранее планировалось провести лыжню России в начале месяца, но низкая температура воздуха, да и объявленный карантин отодвинули время проведения гонок. Новая дата – 2 марта. Именно на этот день запланированы старты, которые пройдут на стадионе Черемушки. Синоптики обещают температуру в районе минус 10-12 градусов, а также снег. Спортивный праздник в этом году пройдет в семейном формате. Ровно в 10 утра на старт выйдут самые юные участники. Организаторы учредили специальный приз для самой большой семейной команды, а наградой для маленьких спортсменов станут зимние забавы. Не останутся в стороне и взрослые. В этот день победителями гонки станут не только самые быстрые спортсмены, но и те, кто к гонке подойдет с творчеством. В этом году лыжня России пройдет и в поселках. Так, в Нижнем Одессе всех желающих ждут на стадионе «Нефтяник» в 11 часов дня. А вот в поселке Вайвож гонка начнется ровно в полдень. Любители здорового образа жизни выйдут на лыжню спорткомплекса «Олимп». В завершении выпуска о погоде. Как и обещали республиканские синоптики, в последние дни февраля немного похолодало. Это связано с отходом циклона и приходом арктического воздуха. В ближайшие дни столбик термометра будет в среднем на отметке минус 15. Ночью около минус 20 градусов и ниже. Вероятен снег. Пока на этом все. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А сейчас совместный медиапроект правительства Коми и Республиканского центра информационных технологий «Дословно». В очередном выпуске речь пойдет о народном бюджете. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Мы с 2016 года в инициативном порядке вошли в соответствующий проект на федеральном уровне. Это инициативный бюджет или народный бюджет по-простому. И, конечно, в этой ситуации я хочу сказать, что мы уже видим соответствующие результаты. В прошлом году у нас в этой части было действительно достаточно много сделано. Если говорить за 2 последних года, то реализовано 268 народных проектов. Но что важно, что 10 миллионов дополнительно из этих средств были вложены самими участниками, то есть жителями и отдельными индивидуальными предпринимателями. То есть люди поверили в эту историю, люди стали софинансировать, эти проекты.